дереве этих, в родословном дереве, в деревне Вылево. Он родился в деревне Вылево, я тоже там. Ну и, короче, получается, что мой прадед и его отец родные братья. Ну, мой прадед и его отец родные братья. То есть я там, получается, троюродный, он мне троюродный дед. Как высчитывал по этому делу. Троюродный дед. Ну, раз Босенков, значит, в деревне все родственники. Как всегда, как правило, в одной деревне, если однофамильцы, значит, они все дальние родственники. Это крути, не крути, туда глубже залезешь, и будет точно. Поколение идет, оно, когда-то кто-то, один Босенков, наверное, заселился в Вылево, когда деревня делалась, вот и от него и пошли. Про него я вкратце хочу тоже немножко рассказать, потому что это уникальное событие во время Отечественной войны. Таких случаев было очень редко. Очень, там, сколько не называют, но пишут так, что редкие случаи, чтобы за один бой экипаж танка получил, вернее, были награждены 3 героев Советского Союза и 2 орденом Отечественной войны первой степени. Танк Т-34, экипаж 5 человек, это пушка, на нем стояла уже 85 мм, если кто немножко понимает в танках. Были Т-34 76 мм, там 4 человека экипажа, а уже с пушкой 85, диаметром 85, калибром 85 мм, уже было 5 человек. Произошло это 18 сентября 1944 года. Это на территории Латвии такой населенный пункт, что тяжело сказать. Лунясвил какой-то. Я даже и сказать не могу. Латышское название. И, короче, вкратце, они расположились уже перед наступлением немцев, экипаж танка, и на них шли с одного направления 3 машины, это 2 танка немецких и Фердинанда, 11 самоходка ихняя, и с другого направления 5 танков шло. То есть, и вот этот один их танк вступил в бой с 8 единицами практически. То есть, из этих 3 первый танк был сразу же подбит, немецкий, самоходка была подбита, 3 повернул обратно. А эти 5 танков тоже начали наступать, но в это время произошел удар по этому танку. Были сразу же убиты радист, пулеметчик, как должность называлась, одного из танкистов. 2 заряжающий был убит. То есть 2 человека, эти, которые были убиты в первые же минуты, и они впоследствии были награждены орденом Отечественной войны первой степени. А продолжали бой втроем: командир танка, командир орудия и механик-водитель. Ну, благодаря действиям механика-водителя он вовремя сделал маневр, зад отступил, в общем, укрытие заехал, но бой продолжался. Короче говоря, умелым действием механика-водителя. Механиком водителя был Босенков. И по званию я могу сказать: командир танка был лейтенант Волков Александр, командир оружия старший сержант, радист-пулеметчик старший сержант, заряжающий сержант, механик водителя тоже старший сержант был Босенков. Ну и, короче говоря, в конце концов танк опять подвергается обстрелу, горит танк, механик-водитель сумел потушить, вывести, уже был смертельно ранен, то есть убит уже был командир орудия, а командир танка был тяжело очень ранен. Но он вывез командира, вытащил его из танка, но через несколько минут скончался. Короче говоря, за умелые действия он и так и был награжден, то же самое, героем Советского Союза. Вот за один подвиг